таких мероприятий переоценить невозможно, потому что благодаря таким мероприятиям мы с вами укрепляем потенциал нашего государства. В первую очередь, если говорить о научных разработках, если говорить о каких-то современных ноу-хау, особенно в исполнении наших молодых аспирантов, докторантов, которые априори являются основными смыслами нашей деятельности, особенно академической деятельности, которая претерпевает не самые лучшие времена, скажем, вместе с нашей страной, то сейчас явно виден очень позитивный крен, скажем так, да, в сторону научно-технического потенциала, без которого ни оборонная мощь, ни военно-политическая или внутренняя стабильность в стране быть не могут. Это показала сегодня действительность. Поэтому, если мы с вами будем чаще проводить такие мероприятия, на их площадках, на их основах, будем формировать определенные научные школы подрастающего поколения. Это физика, это математика, это нанотехнологии, это цифровые технологии. Это не в меньшей степени целое, так сказать, целое разветвление направлений, связанных с гуманитарным поиском в таких науках, как, например, даже наша с вами история, которая очень много оставляет вопросов с точки зрения написания учебников, с точки зрения, так сказать, понимания единого исторического процесса нашего с вами многонационального государства. Скажем, очень важно сейчас понять, что такое сегодня представляет из себя русская философская мысль, которая бы могла бы прозвучать, например, на фоне голосов разных национальных культур, разных национальных традиций, да, которая могла бы стать связующим звеном не только узконациональным, скажем, с точки зрения возрождения русского народа, что архиважно на сегодняшний день, да, но и роли этого народа, его связующие роли этого народа как титульной нации, которая веками вела за собой эти народы, да, чтобы она продолжала укрепляться как стержень этой государственности. Поэтому на таких выставках самый главный результат, который мы видим, это обмен мнениями, это достижение взаимного понимания и возможности услышать друг друга. Это перспективы взаимного обогащения не только научным знанием, да, но и пониманием культур, традиций, обычаев и конфессий друг друга.